Прости, Тома, что я опоздал, я понимаю, почему мы здесь. Это кофейня Friends. В прошлый раз нам здесь очень понравилось. Все фанаты этого сериала могут прийти сюда, насладиться замечательной кухней и параллельно смотреть этот сериал. — 2015 год юбилейный, 70 лет со Дня Победы. А ты знаешь, что наш город является одним из 6 городов, который принял у себя фестиваль «Салют Победы»? Подробнее об этом вы можете посмотреть в нашем репортаже. Праздничным фейерверком завершился региональный фестиваль народного творчества «Салют Победы». За 2 дня на сцене Дворца металлургов выступили творческие коллективы из 12 регионов. Оригинальных ярких номеров было так много, что не всем лауреатам хватило дипломов. Молодых людей объединила и вдохновила одна большая победа. Каждый концертный номер отличался особенным подходом. Лучшие из лучших примут участие в федеральном этапе фестиваля народного творчества «Салют Победы», который пройдет в Москве. День Победы – это не российский праздник, это праздник планетарный. Вся планета будет праздновать этот поворотный исторический, так сказать, историческое событие. Вот. Что интересно, много новых песен появилось, уже созданные нашими молодыми людьми, композиторами. Много поэзии есть современной. Это хорошо. Ты знаешь, в арт-клубе Infinity в пятницу пройдет выступление группы Los Mosquitos, а в субботу итальянская вечеринка. 2 сомелье будут делать дегустацию вин. Ну и, конечно, весь вечер будет играть итальянская музыка. Мамма мия, che piace. IQ Кафе продолжает изучать нардский эпос. В эту пятницу там пройдет лекция на тему Нард-Суслан. На этой неделе в кинотеатрах нашего города будет замечательная премьера «Город героев». Это мультфильм для всей семьи. Ты можешь взять своих братьев, племянниц и пойти посмотреть. Так, давай уточним. Человек в японской маске наслал рой управляемых боевых роботов. Некроботов! Бэймакс, скажи! Так и было. Быстрей! Я медленный. Мягко сказано, бегом, бегом, бегом! Нас только что пытался убить сумасшедший в маске. Скажи, круто, а? Не, конечно, страшно, но согласись, круто! Что с тобой? Разрядился. Все. Это ты, зайчик? Мы из окна выпали. Кто это? Мы из окна выпали. Мы вас вылечим. Мы вас вылечим. Русский театр по-прежнему радует премьерными спектаклями. «Шельменко-денщик» пройдет аж целых 2 дня – 25 и 26 октября. Ну а для любителей книги Санаева 31 октября повторно пройдет спектакль «Похороните меня за плинтусом». В ночном клубе 49 на этой неделе будет презентация клипа Яснеля Наварро. Ну и, конечно, 31-го Хэллоуин. Том, что ты читаешь? Ты знаешь, Артем, я в последнее время увлеклась психологией. Как раз 28 октября в литературной гостиной пройдет лекция на тему современной типологии личности. Я собираюсь посетить это мероприятие. И что у тебя за тип? Там я все и узнаю. Артем, но в Национальной библиотеке 24 октября ты сможешь познакомиться с современным искусством Калининграда. Выставка так и называется «Made in Калининград». Ну а для любителей хорошего юмора в комеди-баре «Подвал» будут выступать резиденты Comedy Battle. Видеоафиша продолжает тему кино, и сегодня у нас в гостях молодая и талантливая девушка, режиссер Олеся Дзебисова. Олеся, привет! Привет, Олеся. Очень рада тебя видеть у нас в гостях. Мне тоже очень приятно вас видеть. Олеся, ты молодой, талантливый режиссер, уже имеешь небольшой опыт. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в кино и почему решила связать свою жизнь с кинематографом? После школы, когда я училась в 11 классе,
стоял выбор, куда поступить. И мои родители хотели, чтобы я поступила в МВД, и делали все возможное для этого. Собирали бумажки, документы. А я сбежала и сказала, что я хочу быть актрисой, и сбежала в Москву поступать в Щепкинское училище. И я там прошла первый тур, и уже все мечты, я уже мечтала, все, я уже актриса. Вот. Ну, потом приехал папа и забрал меня домой. Вот. А потом все-таки я убедила папу, что я хочу быть актрисой, но уже было поздно возвращаться в Москву, и я поступила в СУГУ на факультет искусств, на актрису. Вот. Проучившись год, я поняла, что все-таки нет, все-таки не хочу быть актрисой, я хочу ставить, я хочу снимать, я хочу просто возобновить ту киноиндустрию, которая была у нас в Осетии. Это моя главная цель. И когда я уезжала, я сказала, что я сделаю все для того, чтобы в Осетии было кино. Олеся, а как ты считаешь, документальное кино может снять каждый? Нет, я к документальному кино отношусь вообще. Я очень ревную кино, именно документальное, к таким людям, которые как бы не умеют это делать, но пытаются делать. Потому что сейчас в документалистике очень много лишних людей. Они совершенно не понимают, что нужно как бы показывать. Потому что в документальное кино мы показываем всю жизнь. Именно вот так, какая есть. А сейчас напридумывают какой-то... Смотришь фильм, не понимаешь, о чем фильм, кто главный герой. Да это, к сожалению, сейчас у нас даже вот серьезные режиссеры не снимают хорошее кино. Мы смотрели с Артемом твои зарисовочки. Расскажи, пожалуйста, про свою последнюю картину, которую ты снимала в горах. Я хочу снять документальный осетинский фильм про наш народ, про нашу культуру. Для этого мне нужны традиционные герои, то есть традиционные осетины, через кого я могу показать Осетию, именно такая, какая она должна быть, потому что сейчас очень тяжело найти именно вот таких людей, которые придерживаются каким-либо традициям, потому что все уже вперемешку, святые места заходят с алкоголем, когда делают пироги, матерятся, то есть это ненормально, для Осетии это ненормально, и вот это показывать я не хочу. То есть снимая этим летом фильм, у меня сейчас есть маленькие ролики, я их порезала из всего того, что я снимала. Я не нашла подходящих героев, то есть у меня получились красивые как бы такие зарисовки, но... Олесь, какие могут быть ошибки у режиссера, когда он снимает документальное кино? С какими трудностями он может столкнуться? Наверное, самая главная ошибка, это, наверное, не любовь к документалистике, настоящая любовь, потому что, смотря даже, какая документалистика, допустим, если взять этнических режиссеров, которые снимают этнические фильмы, они не снимают не то что с душой, как сказать, допустим, грязь, холод. Режиссер должен снимать, режиссер должен с оператором сидеть, ждать, когда именно появится какое-то красивое, для кадра красивое действие. Есть такие фильмы, именно которые вот ждешь, то есть не хватает терпения режиссерам, операторам. Главное вот набирать команду, если уже идет оператор, звуковик, набирать команду, кому это интересно. Вот главная ошибка — это люди, кому совершенно не интересна документалистика. Просто ради того, чтобы снимать, может, ради славы какой-то. С кем бы из людей, когда-либо живших, ты хотела бы встретиться? И почему? Первый человек — это мой родной брат, потому что он повлиял вообще на меня полностью. Второй человек — это Ольга Книпер. Это любовь Антона Чехова. И я бы хотела ей пару вопросов задать. Про Антона.